Приветствую, дорогие любители спорта! В эфире телеканала «Осетия» и Рештон, еженедельный спортивный проект «Передача». С вами его ведущая Кристина Колеева. Сегодня на повестке дня футбол, вольная борьба, смешанные единоборства, дзюдо, пауэрлифтинг и не только. Поехали! Начнем с главных новостей спорта. Чемпионат мира снова удивляет. Марокко лишила права Португалию сражаться за главный футбольный трофей. В 1/4 они обыграли лидера со счетом 1-0 и стали первой африканской командой, вышедшей в 1/2 финала в истории. Обиднее всего было за легендарного Криштиану, который большую часть матча просидел, как говорится, на банке. А слезы Криша не оставили равнодушным даже фанатов принципиального соперника – Аргентины. Ну а второй парой 1/2 стали Франция и Хорватия. Кстати, французы в меньшинстве обыграли англичан. На сегодняшний день полуфиналы уже прошли. Напомню, что главный матч состоится 18 декабря. И ведь главное не итог, а то, что он как минимум на 90 минут объединит футбольных любителей всего мира. Помимо футбола есть еще интересные новости из Америки. Состоялся очередной турнир UFC, но прошел он ой как не гладко. В главном бою сошлись Магомед Анкалаев и Ян Блахович. На кону стоял вакантный пояс в полутяжелом весе. Но в конце руки подняли обоим бойцам. В главном бою, еще раз повторюсь, за вакантный пояс. Это сенсация. Президент организации выразил свое недовольство геймпланом обоих бойцов. А вот российские фанаты уверены, что Анкалаева обокрали. Ходит слух, что организация, то есть UFC, не очень хочет видеть россиян в статусе чемпионов. Если вспомнить последний бой Петра Яна с Шоном О'Мейли, где, кстати, тоже говорили о несправедливом судействе, то ощущение, что слухи могут быть правдой. Кстати, поединки судил один и тот же судья. Интересно. Ладно, вернемся к новостям о наших родных и любимых сначала борцах, но тоже мирового уровня. Таймураз Алказанов вместе с другим остинским словацким легионером Батырбеком Цакуловым выиграл все свои схватки на командном Кубке мира в составе команды United World Wrestling. В переводе на русский «Объединенный мир борьбы». Таймураз одержал уверенные победы со счетом 10-0 над японцем, 9-0 над иранцем Фириспуром и 10-0 над грузином. Цакулов досрочно одолел японца 10-0, но в следующем групповом круге досрочно уступил иранцу. В малом финале со сборной Грузии он вырвал победу у Гиви Марчарашвили со счетом 7-7 и помог своей команде завоевать бронзу. В финал ожидаемо вышли сборные Ирана и США. Кстати, американцы одержали победу. При подготовке новостного блока думала, как обстояли бы дела, будь в числе участников сборной России. Уверена, что наши бы однозначно были на пьедестале. Вернемся к новостям России. 10-11 числа в Майкопе прошел командный кубок России по вольной борьбе. В соревнованиях принимали участие команды Северной Осетии, Дагестана, Чечни, Бурятии, Крыма, Красноярского края и Москвы. Ожидаемо в финал вышли сборные Северной Осетии и Дагестана. На сей раз соперники были сильнее, обыграв нас со счетом 8-2. В матчевой встрече за третье место представители Москвы выиграли чеченцев со счетом 6-4. В Уфе проходил Кубок России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, дисциплина фехтование. Остинская спортсменка Ася Джемиева завоевала бронзовую медаль в личных соревнованиях на саблях. В Калининграде прошел Кубок России по дзюдо во второй день соревнований 10 декабря. Золотую медаль в весовой категории до 63 килограммов завоевала остинская спортсменка Зарина Зураева. Дзюдоистка улучшила прошлогодний результат и при этом выбила из борьбы двух соперниц, которых считали лидерами. Валентину Костенко Зарина обыграла тактически в голден-скоре, а Стефанию Власову, победительницу молодежного первенства страны, красивым броском на иппон в главной встрече дня. Поздравляем Зарину с такой значимой победой. На том же турнире в самой многочисленной весовой категории 81 килограмм у мужчин победу праздновал Георгий Илбакиев, которого специалисты рассматривали в числе претендентов на золото. На пути к титулу Георгий иппоном прошел представителей Сибири, Санкт-Петербурга Парчиева. А вот москвича Османова Георгий одолел во втором круге с преимуществом в Азаре. В финале остинский дзюдоист встретился с победителем юношеского первенства страны Тасуевым. Тут Елбакиев провел красивую контратаку, заработал баллы и поставил уверенную точку удушающим в коронном партере. Георгий приболел и не смог побеседовать с нами, но в следующем выпуске ждем его в эфире.
10 декабря во Дворце спорта «Манеж» прошел чемпионат России по масс-рестлингу, абсолютная весовая категория. Зита Козаева завоевала бронзовую медаль чемпионата. 26 ноября на этот раз в Казахстане свой очередной бой провел профессиональный боец Давид Джибилов. Несмотря на то, что с боя прошло не так уж много времени, непобежденный боец уже в зале. Следующий материал прямиком из кузницы чемпионов. Плох тот боец ACA, который не хочет стать обладателем титула UFC. Каждый из этих ребят мечтает заключить контракт с топовым промоушеном и получить миллионные гонорары. Не исключение и Давид Джибилов. Организация ACA Young Eagles долго мне не могли найти соперника. И я где-нибудь хотел подраться и хотел выскочить в Ростове, в ростовском турнире. И Инал мне сказал, что дают соперника в Казахстане. Илмана Шартаева. В конце ноября Давид вновь вышел в октагон ACA Young Eagles. Он должен был в очередной раз доказать, что заслуживает долгосрочный контракт с российской организацией. Свой третий бой впервые в карьере Джибилов провел за пределами страны, в Казахстане. Все было вроде как обычно, только болельщиков не было. Все болели за него. Он сам с Казахстана был местный, и у него болельщиков было больше. Точнее, у меня вообще не было. Морально не давил на тебя? Морально нет. Наоборот, как-то заряжал. Подготовка к важному бою, как всегда, проходила в кузнице чемпионов в бойцовском клубе «Арс» под руководством Геннадия Кадзова и Инала Кадзова. Как и многие, Давид с борцовским прошлым. База вольника – отличное преимущество перед соперниками. Свои первые шаги в мире смешанных единоборств начал делать в этих стенах. Тренерам нужно было поставить стойку и довести до должного уровня технику. Это удалось сделать достаточно быстро. Как результат, Давид из юного робкого вольника превратился в непобежденного бойца ММА. Я уже начал готовиться к нему. Где-то месяц мы готовились. И все вроде прошло без травм. На этот раз немного. Мне надо было скидывать на 63 килограмма. Надо был промежуточный вес. Оппонент Давида Елиман Шартаев, уроженец Казахстана. Тоже базовый борец. Однако рекорд у него не маленький – 9-1. Весомые и даже устрашающие цифры для многих, но не для Джибилова. Рекорд у него был 9-1, но я думал, у него 6-1. Вроде как бы борется тоже. И мы готовились больше на борьбу. И вроде нормально все пошло. Я думал, бой будет потяжелее. Вроде нормально все прошло. Не сильно устал. Все было без травм. Все хорошо закончилось. Мы всегда так готовимся на все раунды. А там уже как пойдет. Полноценного долгосрочного контракта с организацией у Давида пока нет, хотя вполне заслуживает. 3 боя, 3 победы. 1 досрочная. В январе намечается 4-й бой, тоже в Казахстане. Есть надежды, что он станет поводом для подписания документа уже с основной организацией ACA. Кристина Колева, Батырбек Макиев, Татаркан Гукаев. Специально для программы «Передача». Десятого декабря в спортивно-оздоровительном комплексе города Беслан прошло первенство республики по пауэрлифтингу жиму лежа среди юношей 14-18 лет и юниоров 19-23 лет. В соревнованиях приняли участие более 50 спортсменов. Они показали отличные результаты. Надеемся, скоро они будут блистать на российских, а то и мировых пьедесталах. Кажется, эти ребята в воздухе находятся куда больше, чем на земле. Вот вы посмотрите и скажете, ничего необычного. Этот вид спорта называется батутный фристайл, и он, кстати, олимпийский. Когда я в Нальчике перешел именно в акробатику и работал в батутном центре как наемный сотрудник, потом я такой постоял, подумал, думаю, надо что-нибудь свое. И приехал в Осетию, мне понравилась республика, решил остановиться здесь и открыл здесь, для этой республики, грубо говоря, новый вид спорта – батутный фристайл. Начать с нуля оказалось легче, чем думал Александр. В республике этот вид спорта полюбился, и сразу появились первые посетители. Но сейчас о другом. Отбитые энтузиасты, которые захотели связать свою жизнь с батутным фристайлом, тоже появились. Первый ученик, мальчик, ему было на тот момент 8 лет.
Вот. Поначалу пока мы тренировались, он не понимал, что он делает, для чего он это делает. Потом, когда мы дошли до первого двойного сальто с ним, он такой: вау, да ладно, хочу еще, короче. Ну и вот на видео в Инстаграме по нему люди начали понимать, что это такое, это красиво, это прикольно, это вызывает эффект вау. Тимур Гасиев один из первых учеников. Пришел в зал с друзьями просто попрыгать. Но просто не получилось. С 2019 и по сей день он в профессиональной и невероятно дружной команде. Мне понравилось, как люди, которые здесь работают и тренируются, делают элементы в воздухе. Самые первые соревнования были прямо в этом зале, вон на том батуте. Я тогда занял первое место. Вот. Это был первый большой толчок, чтобы я поверил, что могу что-то большее в этом спорте. Батутный фристайл – это не спортивная дисциплина с набором стандартных и сухих элементов, а состояние человека, его мысли и чувства, физическое отражение внутреннего мира. Это своего рода искусство. Кто-то из вас скажет: мы не слышим о достижениях этих парней, а все потому, что просто не интересуемся. Наши ребята одни из лучших в стране, а то и в мире. На счету одного лишь Тимура Гасиева куча элементов, которые он сумел сделать первый на планете. У нас есть ребята, которые делают такие элементы, которые называются World First. То есть первый в мире, кто сделал этот трюк или этот элемент. Есть у нас один ученик, Тимур Гасиев, он сделал 14 прыжков World First. За мной есть один прыжок World First, и у моего коллеги по работе тоже несколько World First'ов есть. Наша республика является самой богатой по выполненным World First'ам во всей стране. У меня есть 14 элементов и связок, которые я сделал первый в мире. Это было на обычной тренировке, мне просто что-то в голову ударило, я решил попробовать, и у меня получилось. Ну, это как минимум радость, просто огромная радость, и прям замотивировало двигаться дальше. Это модное течение последних лет заслуженно быстро завоевало сердца широкой аудитории. Батутный фристайл – это тесный тандем творчества и спорта, в котором спортсмен – это и художник, и инструмент, и произведение искусства. Кристина Колева, Ахсар Тибилов, Татаркан Гукаев, телекомпания «Осетия и Рестон». На этом новости спорта подошли к концу. Спасибо, дорогие телезрители, что были с нами. До встречи в следующем эфире.